символично, что в эти дни абхазская делегация во главе с министром иностранных дел Олегом Барцыц находится в Сирии. Что стоит за этим визитом, какие задачи сегодня решает абхазская дипломатия и чего ждет Сухума от развития отношений с Дамаском, об этом поговорим с министром иностранных дел Олегом Барцыц. Олег Мсасович, здравствуйте. Во-первых, поздравляем вас с Днем международного признания независимости Абхазии. Вы в этот день находитесь с визитом в Сирии. Расскажите, какие у вас ощущения сегодня? Добрый день, Алла. Спасибо за поздравления. Я также хочу вас поздравить с этим историческим днем, поздравить весь народ Абхазии с днем признания государственного суверенитета нашей страны со стороны Российской Федерации. Это поистине исторический день. Этот день воплотил в реальность мечты и надежды многих поколений жителей нашей страны, граждан нашей страны. Это день, значение которого сложно преувеличить, потому что признание суверенитета Абхазии положило начало новому этапу, новой эпохе. И вот мы все с вами вместе являемся современниками этого процесса, исторического процесса, опять же, не побоюсь этого слова. У меня очень сильные, очень яркие эмоции и впечатления в этот день. Я хочу сказать, что вижу глубокий символизм еще и в том, что вот сегодня правительство делегация Республики Абхазия находится в нашей дружественной и союзнической стране, Сирийской Арабской Республике. Мы находимся в составе очень такой масштабной представительной правительственной делегации, участвуем в событии вследствие признания затем суверенитета Абхазии со стороны Сирии. Это все стало возможным именно вследствие тех принятых решений со стороны России в августе 2008 года. Поэтому, конечно, самые яркие, самые такие позитивные впечатления, эмоции переживаем не только я, но и все члены нашей делегации. Мы сегодня реализуем те возможности, которые сложились, как я уже сказал, в результате этого решения. Мы представляем свою страну, представляем ее широко, достойно, рассказываем и показываем тот период, который прошел, в том числе народ Абхазии, после этого акта признания. А это 18 лет, которые наполнены и очень целенаправленным, упорным трудом, и очень яркими событиями, иногда очень непростыми и драматичными для нашей страны. Но это без преувеличения, и здесь двух мнений быть не может. Это период успеха, период движения вперед и вверх, безусловно. Ну, как известно всем, после этого решения России последовали еще ряд признаний, в том числе Сирия. Разумеется, наши союзники и друзья в регионе Латинской и Центральной Америки. И мы очень дорожим этими отношениями. Но еще раз хочу сказать, начало было положено и дорога была открыта для абхазского государства, для народа Абхазии именно в этот день. И я думаю, что этот день увенчал героические, не побоюсь этого слова, усилия нашего народа на протяжении многих-многих лет. И прежде всего, конечно, это та очень дорогая цена, которую народ Абхазии заплатил в ходе Отечественной войны. Народа Абхазии 92-93 годов. Мы всегда будем помнить это, отдавать дань мужественным защитникам Абхазии, патриотам Абхазии. Мы должны также, я думаю, в этот день
сказать необходимые слова благодарности и признания ветеранов национально-освободительного движения Абхазии, которые в очень непростых условиях поднимали вопросы прав, свобод граждан Абхазии, декларировали нашу приверженность, непоколебимая решительность движения по собственному и по суверенному пути. Поэтому, конечно, это, с одной стороны, праздник, который знаменует успех наших надежд, реализации наших надежд. С другой стороны, это определенное подведение итогов этому этапу. В целом, этот этап развития нашего государства. Конечно, мы в этот день вспоминаем и нашего национального лидера, первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба и, разумеется, Сергея Васильевича Багапш, который в бытность своего президентства смог увидеть плоды общих усилий, своих в том числе, в виде признания госсуверенитета Абхазии. Я думаю, что мы в этот день, конечно, вспоминаем и наших патриотов, ветеранов национально-освободительного движения Абхазии, граждан Абхазии, и усилия позволили состояться этому дню. Конечно, мы здесь вспоминаем и нашего национального лидера, первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба и Сергея Васильевича Багапш, в течение президентства которого и последовало признание госсуверенитета Абхазии. Поэтому, я думаю, это и большой праздник для всех нас, и подведение определенных итогов вот этой веки, этого пути, вот этих 18 лет, которые для Абхазии, для государства и для граждан имеют колоссальное значение. Олег Мсасович, а если говорить о визите в Сирию, можем ли мы уже рассказать о каких-нибудь договоренностях? Могли бы вы поделиться деталями? Ну, того, что мы вчера прибыли в Сирию, сегодня мы находимся на территории посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. Проходит встреча членов правительственной делегации с сотрудниками руководства посольства. С большим интересом члены правительства, члены делегации слушают доклад нашего чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Мухаммеда Али Татажа, и кое-кто впервые находится отдельно члены делегации в Сирийской Республике. И им очень интересно и важно услышать и увидеть, что называется, своими глазами, воочию увидеть непосредственно внутреннюю часть работы нашего посольства в такой важной, стратегически важной арабской стране на Ближнем Востоке, важной для нас, как Сирийская Арабская Республика. Сегодня состоится торжественное открытие, церемония основная с участием президента Сирийской Арабской Республики Ахмада Аш-Шара, которое отведено для проведения выставки. Это отдельная гигантская территория, на которой разместили свои экспозиции представители 53 стран. И не только региона Ближнего Востока, и самых отдаленных от Сирии регионов. Кстати, хочу с чувством глубокого удовлетворения сказать, что в этом году открывается очень масштабный, амбициозный павильон этой выставки Российской Федерации. Абхазия в прошлом году достойно участвовала и представила свою страну, делегация Абхазии. В этом году мы будем сегодня открывать наш национальный павильон, нашу экспозицию. Интерес уже огромен. Здесь в соцсетях, средствах массовой информации, в том числе и на государственных ресурсах, уже размещена информация о том, что
Абхазия участвует очередной раз, это вызывает большое воодушевление у абхазо-адыгской диаспоры, большой интерес у представителей дипломатических миссий стран Ближнего Востока, которые аккредитованы в Дамаске. Поэтому мы ожидаем большой наплыв гостей, очень интересных контактов на высоком уровне. И, кроме того, хочу сказать, что здесь с нами находится творческий коллектив из Абхазии, наши замечательные представители хореографического искусства, наши танцоры, и они будут участвовать в специальном концерте, выделяется Министерство культуры Сирийской Арабской Республики. Самая главная сцена на этом гигантском пространстве, будет очень много зрителей, и не только из диаспоры, где будет сводный концерт местного адыгского коллектива и наших солистов из Абхазии. Это будет очень такое зрелищное мероприятие. Многие здесь находятся уже в предвкушении того, чтобы и наши братья, которые живут в Сирии, танцоры, артисты, и приехавшие из Абхазии, наши артисты показали совместно на сцене свое высокое искусство. Ну и также, конечно, планируется в эти дни встречи с профильными министерствами, с мэрами городов, с депутатами парламента. Мы имеем свою дорожную карту, которая позволит нам реализовать нашу программу пребывания в Сирии так сказать, с наибольшей пользой для укрепления двусторонних отношений между нашими странами. Я отдельно хочу сказать, что мы отслеживаем ту информацию, которая разгоняется по некоторым ресурсам информационным Республики Грузия, где они, значит, там, пытаются предвещать нам охлаждение отношений и так далее. Ну, к сожалению, не можем этого сделать технически. Если бы они увидели сегодня уровень и интенсивность наших контактов с сирийской стороной, я думаю, они, наверное, сильно огорчились бы. Но мы это все покажем нашим зрителям, расскажем слушателям, поинформируем наших граждан о всей той большой масштабной программе, которую мы реализуем здесь. Хочу сказать, что вся делегация в полном составе, здесь и министр культуры Дауров Рычкове, и министр финансов Саид Гуравович Гуназ, заместитель министра иностранных дел Итаклий Вахтангович Турба, и другие члены делегации. Все работают синхронно, все работают с большим воодушевлением и старанием. И, конечно, здесь хочу отметить роль нашего посольства, причем нашего посла Абхазии в Сирии Мухаммад Али, его коллектив, его сотрудников посольства. Мы все убеждаемся, какую непростую и масштабную работу они здесь проводят. И это все ради того, чтобы Абхазия укреплялась в регионе Ближнего Востока посредством нашего сотрудничества с страной-партнером, страной-другом Сирийской Арабской Республикой. Олег Мусасович, а диалог с Дамаском после политических перемен в Сирии, он изменился или, может быть, какие-то вопросы добавились в повестке? Ну, я хочу сказать, что уже прошло достаточно большое количество времени после той, так скажем, политической и общественной трансформации, которая претерпела Сирия. Но я уже неоднократно об этом рассказывал. Думаю, что еще раз интересно услышать это слушателям. Мы сохранили высокий уровень представительства в Сирии. Мы сохранили уровень контактов с руководством Сирии. Мы значительно укрепили наши связи с абхазо-адыгской диаспорой Сирии, которая является очень серьезным фактором внутриполитической жизни для этой страны. Мы дальше будем усилия наращивать. Поэтому у нас идет полноценный диалог. Мы хотим сегодня наполнить его
дополнительным, более масштабным содержанием, как экономическим, обсуждаем здесь и с представителями бизнес-среды Сирийской Арабской Республики. Интерес, кстати, большой, приезжают представители бизнеса, приходят в посольство, ищут контактов с нами. Рассказываем и нашим сирийским коллегам, членам правительства и членам бизнес-комьюнити, рассказываем о тех возможностях, которые приобрела Республика Абхазия в результате реализации очень амбициозных и масштабных экономических проектов, которые помогают нам осуществлять наша страна, партнер Российская Федерация, наш главный союзник. Рассказываем о тех инфраструктурных проектах, таких как открытие международного аэропорта в Сухуме имени Владислава Абзенба. Рассказываем о наших морских возможностях наших портов. Здесь с нами находится полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Хижанович Аризова, и он рассказывает о том взаимодействии, которое у нас идет по линии торговли с Турецкой Республикой. Хочу отдельно сказать, что, например, вот весь груз, большой груз экспонатов, тех товаров, которые мы представляем сегодня на Дамасской международной ярмарке выставке, был отправлен морем из Сухума в Трабзон и затем сухопутным путем уже доставлен в Дамаск, Сирийскую Республику. Это пример такого логистического взаимодействия. И это, конечно, вызывает большой интерес у наших сирийских потенциальных партнеров. Ну и, разумеется, культурное наполнение. Нам уже выразили большую благодарность из Министерства культуры Сирии за то, что мы сумели привести сюда абхазский творческий коллектив. Они вкушают уже этот концерт, о котором я говорил выше. Я думаю, что таких контактов должно быть больше. И мы полны решимости вот сегодня договариваться о расширении этого культурного взаимодействия. Также мы общаемся с представителями Министерства высшего образования, которое курирует Дамасский университет города Дамаска. Как известно, существуют образовательные программы, по которым сирийская молодежь, преимущественно абхазо-адыгского происхождения, обучается в нашем Абхазском государственном университете. И я благодарен, очередной раз хочу выразить благодарность ректору университета Олегу Алексеевичу Глараме за то, что предоставляют эти квоты. Это все мосты между нашими странами, между нашими народами. Это еще один формат реализации союзнических партнерских процессов. Олег Мсасович, если вернуться к Дню признания и коротко поговорить вообще о том, какие сейчас вопросы главные в международной повестке, если сравнивать с тем, что было в 2008 и сейчас? Ну, разумеется, с времени мир изменился радикально. Мы вынуждены это констатировать. И, к сожалению, стабильности больше не стало. Мы с вами присутствуем при таких масштабных, можно сказать, тектонических изменениях в системе мировых международных отношений. Я думаю, что, разумеется, риски и угрозы, они существуют всегда. Вопрос только в том, насколько эффективно та или иная страна, то или иное правительство может готовиться к подобному развитию событий. Я считаю, что Абхазия в этом плане находится в достаточно прочном, уверенном положении. И прежде всего гарантией этой уверенности является наш союз с нашим главным другом Российской Федерации. Сотрудничество с Россией позволяет нам чувствовать себя уверенно в плане гарантии от военно-политических рисков, и при этом Россия помогает нам создавать очень фундаментальные, прочные условия для социального и экономического развития нашей страны.
Это огромное количество программ совместных, от образовательных и медицинских до инфраструктурных преобразований. Конечно, мы за это благодарны нашим союзникам и партнерам. Мы благодарны политическому руководству России. Я думаю, что значение этого сотрудничества трудно переоценить. Что касается иных аспектов нашей внешней политики, то, разумеется, и политическое руководство Абхазии в лице президента Республики Абхазия, который определяет внешнюю политику нашей страны, и Министерство иностранных дел, как ведомство, которое реализует этот курс. Разумеется, мы в дальнейшем будем наращивать свои усилия, как бы это ни было сложно, в любом и в каждом из регионов мира, где создается возможности для реализации наших внешнеполитических устремлений. Поэтому мы работаем довольно активно с нашими партнерами, с которыми уже сложились дипломатические отношения, и активно занимаемся поисками тех стран, тех потенциальных партнеров, которые готовы с нами вести диалог. И поверьте, такие страны существуют. Это страны и африканского континента, и других регионов мира, где мы будем проводить свою внешнеполитическую активность для того, чтобы устанавливать экономические, культурные, гуманитарные связи, как я уже сказал, с теми странами и с теми народами, которые готовы выстраивать с нами равноправные, уважительные отношения на принципах признания нашего права на самоопределение, на реализацию своего суверенного, политического, цивилизационного пути. Олег Сасович, спасибо вам. Благодарю еще раз с Днем признания.